прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Дом сдан, а газа нет. Почему мы 1,5 года сидим без газа по вашей вине? А мы как заложники. Вы с кем-то спорите, а мы без газа. Жители Зеленодольска живут в доме с неподключенным газом. Как они справляются и что им отвечают? Репортажи Альбины Минибаевой. Поселок топит, а помощи нет. Я лично зарегистрировал обращение. Это было 23 сентября. Что случилось в Калуге и где аварийные службы, узнал Дмитрий Аринин. Вместо заброшенного склона – амфитеатр. Душа радуется. Очень стало все красиво, все великолепно. Как обновился сквер и склон у Национального культурного центра «Казань», увидел Салават Мухаммадулян. В Алексеевском 18 семей получили ключи от новых квартир. Квартира номер 15, Винокурова Ольга Николаевна. Как действует программа соципотеки, узнавала Юлия Муратова. Парковка почти на 1000 мест, амфитеатр вместо бурьяна и обновленная площадь. Сегодня в Казани после благоустройства открыли сквер и зону отдыха УНКЦ. Стоимость работ 123 миллиона рублей. Инвестировала их группа компании «Таиф». Как казанцы оценили обновление, которое они сами предлагали в прошлом году. Салават Мухаммадуллин. Заросшие кусты и деревья. Так выглядел склон у сквера Фукса до начала благоустройства. Прошло чуть больше года, и перед нами открывается такой вид на амфитеатр. Стоимость работ больше 120 миллионов рублей. Это пешеходный. Быстрым шагом президент идет по обновленному склону. Гулять теперь здесь, кажется, можно часами. Благо, есть на что посмотреть, а под ногами новые пешеходные дорожки и зеленый газон. Устали? Не проблема. На площади перед НКЦ расположились скамейки, где открываются вот такие виды на Казань. Инвестором работ по благоустройству выступила группа компаний «Таиф». Благодарность группе компании «Таиф» за то, что не только этот комплекс, а вот благоустройство берега. Там у нас всегда были заросли, значит, организация пешеходных там маршрутов. Это будет украшением нашего города. Работы здесь начали летом прошлого года. Обновление проходило в несколько этапов. Некоторые решения реализованы благодаря казанцам, которые предлагали свои идеи. С забором вот было пожелание лесенку вот эту дополнительную сделать здесь вот на спуске, чтобы еще что. Так, кустики вот там посадить, значит, кусты какие-то, чуть-чуть побольше озеленить. Общая площадь благоустройства больше 30 тысяч квадратных метров. Отсюда сначала вывезли 200 грузовиков мусора, чтобы склон стоял крепко. Сюда потом уже завезли 6 тысяч КАМАЗов грунта. Над ним зеленый газон с автоматической системой полива. А вот под склоном многоуровневый паркинг. Стоянка рассчитана почти на 1000 машин, в том числе и для электрокаров. И это в центре столицы. Первыми обновление площади оценили мамы с детьми. Мы здесь гуляем с ребенком, тем более у меня внук приехал. Душа радуется. Очень стало все красиво, все великолепно. Настолько заросли запущенные были, все так облагородили. Даже не верится, что из такого вот сделать такую конфетку. Очень нравится, да, очень красиво, все зелено. С малышом очень приятно гулять. Очень красиво, на самом деле. Я вот пришла, удивилась, потому что здесь всегда стоял забор, никакого вида не было. Сейчас набережная, и очень все красиво. Этот масштабный проект реализовала группа компаний «Таиф». Практически ежегодно они дарят республике благоустроенные общественные пространства. Так, в прошлом году осушили и укрепили дно озера Лебяжье. Теперь это любимое место отдыха горожан. И у НКЦ работа на этом не завершается. У подножья склона на берегу Казанки будет построен новый детский парк. Вот мы сейчас решаем земельные вопросы, чтобы вот это было таким магнитом притяжения наших гостей и жителей Казани. Поэтому я высоко оцениваю и качество работы, и те подходы, которые были применены. В ближайшее время обновление ждет и сам культурный центр. Сюда переедет Национальная библиотека республики. Салават Мухаммадуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Новую прописку обретет и ТНВ. Для телеканала будет построен новый медиакомплекс. То, что проект сейчас обсуждается, говорил сегодня и президент республики. Мы обсуждали с руководством группы «Таиф». Это, конечно же, комплекс ТНВ. Значит, идет разработка проекта. В ближайшее время тоже будет принято решение. Это тоже будет большой подарок к столетию нашей республики.
В Алексеевском районе уже сегодня справляют новоселье. Здесь сдали дом по программе соципотеки. 18 семей получили квартиры. В районе такой же дом уже 11-й, а в следующем году здесь начнут строить и арендное жилье для молодых специалистов. Как новоселы сегодня оценили условия. Впечатление собрала Юлия Муратова. От второй квартиры Филиппова Наталья Андреевна. Сегодня они счастливы, так говорят жильцы этого нового дома. 18 семей получают ключи от квартир по программе соципотеки. В эти выходные исправлять новоселье будет и Ульяна Зайниева. Говорит, ждали с мужем этого дня 3 года. Осталось завести всю необходимую мебель. Квартира просторная, светлая, с отделкой чистовой. Очень хорошо, вид красивый из окна. В семье Карауловых 6 детей. Всю жизнь жили в частном доме в соседнем селе. Идея улучшить жилищные условия зрела давно. И сегодня у них просторная квартира с 3 комнатами и балконом. Мы написали, все документы собрали и ждали. И вот дождались. В общем, слова благодарности только. Руководству республики, району. И всем, кто строил, всем, кто поддерживает. Процент годовых всего 7. При рождении ребенка семья получит 200 тысяч из республиканского бюджета в счет ипотечного долга. Спасибо. Спасибо. Так и в семье Винокуровых, пока ждали получения жилья, родился малыш. Платить теперь меньше. Рады, что и ждать долго не пришлось. Это все равно, что купить новую машину, наверное. Новая она есть новая. То есть тут как бы переделывать не нужно. То есть единственное, что-то там докупить, привезти, там, добавить. Это 11-й дом, построен по программе ГЖФ. Около чуть более 250 квартир. Это огромный драйвер развития и поселка, и района, и республики. В следующем году будут готовы к заселению еще 3 дома, а еще 10 сдадут по новой программе арендное жилье для молодых специалистов с возможностью выкупа. Юлия Муратова, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Тяжело дышать, головная боль и тошнота. Нижнекамцы снова массово жалуются на химический запах в городе. Экологи уже отобрали пробы воздуха около очистных сооружений городского коллектора. Он принадлежит водоканалу. Именно этот колодец, по мнению специалистов, стал причиной неприятного запаха на прошлой неделе. Результаты анализов показали превышение уксусной кислоты в 4 раза. Сейчас ведется административное расследование. Вечернее время под вечер, еще после этого головные боли сильные. Вот. Ну, чувствуется что-то, да? То, что с химией, наверное. Может, шинного, может, еще откуда. Ну, на здоровье влияет, конечно же. Эти превышения были выявлены как около объекта Нижнекамского водоканала, так и в городе. С учетом направления ветра можно сделать вывод, да, то, что это ухудшение качества атмосферного воздуха допущено в результате деятельности Нижнекамского водоканала с нарушением условий действующего законодательства. Что касается проб воздуха, которые взяли сегодня, результаты будут известны завтра. Газовые трубы есть, но голубого топлива нет. Жители Зеленодольска 1,5 года живут в доме, который не подключен к газовым сетям. Подрядная компания, подводившая коммуникации, ссылается на застройщика. Мол, фирма задолжала за работу порядка 3 миллионов рублей. И пока стороны спорят о деньгах, жители переплачивают за электричество и боятся за пожарную безопасность дома. Разобраться в ситуации в Зеленодольск отправилась Альбина Минибаева. Не хватает переходника, чтобы газ пошел от города в наш дом. Голубого топлива в доме по улице Шустова оказался не таким шустрым. 1,5 года жители Зеленодольска ждут газа. Многоэтажку сдали в 2017-м без подключения. В итоге написано не одно письмо в администрацию города. Это общее письмо вообще. Ответа не пришло. А на индивидуальные письма, к которым обращались, вот они все как под копирку. Предлагают обращаться самим в конкурсном управляющем. Газ жители заменяют на электричество. Все купили современную технику, которая пока бесполезна. Например, вот духовой шкаф, варочная панель, но ни разу еще здесь ее не включали. Вместо этого знакомая с советских времен плитка, на таких вот и готовят во всем целом доме. Нагревается очень долго, пробки вышибают, примерно у нас где-то раза 3 в месяц. Я знаю, в домах, в которых нету газа, те платят по меньшему нормативу. Но у нас никто слушать не хочет. Ребят, как бы у вас должен быть газ, что хотите делать. По словам жителей, голубое топливо не пришло из-за банкротства застройщика. А компания, которая подводила газовые коммуникации к многоэтажке, пока считает свои убытки. Обращались в Теплогаз, но у них вот ответ такой: мы не получили деньги, мы хотим получить денег. Почему мы 1,5 года сидим без газа по вашей вине?
А мы как заложники. Вы с кем-то спорите, а мы без газа. Чтобы разрулить спор, нужно выплатить 3 миллиона рублей по версии представителей компании «Теплогаз». Именно столько им задолжал застройщик. Поэтому своевременно и не передал документы в Горгаз. Но после совещания с ГЖФ фирма была вынуждена прибавить газу в продвижении документации. То, что надо сдать документацию. То есть мы по договору должны сдать. Документацию мы по договору сдали. То есть она находится в Горгазе. Горгаз Зеленодольска официально комментировать ситуацию не стал, но пояснил, документы от Теплогаза получили и отправили на доработку. А чтобы запустить газ, они должны еще и получить письмо-заявку от балансодержателя дома. Отправили в Теплогаз все. У них все есть. Все, что с нас требовалось, все уже там у них на подключении. Просто они молчат и все. Сколько еще готовить жителям без голубого топлива? Пока на этот вопрос ни одно ведомство не может ответить. Но надеемся, что к первым холодам они совместно смогут разрешить ситуацию. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольск. Незаконный слив все же был. Экологи сегодня озвучили результаты анализа воды в озере Харовое. Напомним, несколько дней назад мы рассказывали о том, что вода в озере стала мутной. Как выяснилось, есть незначительное превышение предельно допустимых концентраций. Сейчас ищут виновных. Пожар в гипермаркете, столкновение двух катеров, ДТП с погибшими и сибирская язва. Сразу несколько масштабных ЧП произошло сегодня в Нижнекамске. Все это программа учений по гражданской обороне. Наша съемочная группа смогла увидеть, насколько спецслужбы города готовы к ЧС. Едкий дым заполнил торговый зал. Не теряя ни минуты, посетителей персонал гипермаркета эвакуируют. Так начались учения. Пока пожарные тушат возгорание, спасатели выносят пострадавших и передают их в руки медиков. Работали оперативно, как надо, лучше некуда. По моим оценкам, если от 1 до 5, то на 5. Вторая часть сценария. В салоне автобуса, в котором находятся пассажиры, начался пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание в течение нескольких минут. Спасенных забирают медики. Один тяжелый. Его отправили с санавиацией в Казань. То есть у него подозрение на травму позвоночника с повреждением спинного мозга. Плюс у него еще отравление окисью углерода и ожоги тоже. А это уже акватория Камы. Здесь столкнулись катер и моторная лодка. 2 человека за бортом. Одно из судов горит. Страшно уж, как уж не страшно. Вода холодная. 8 градусов температура воды. Находиться в воде как минимум 5 минут. Максимум, точнее, 5 минут в воде можно. Ну, в районе около того, то есть буквально. Ну, а вообще, ребят, как отработали на ваш Отработали на все 5. А за городом новое ЧП. Погибла корова. Есть подозрение на сибирскую язву. К очагу заражения стянуты полиция, пожарные и ветеринарные службы. В защитных костюмах, масках ветеринары отбирают пробу у погибшего животного. После здоровых коров вакцинируют, помещение дезинфицируют, а условные трупы возят к скотомогильнику для уничтожения огнем. На сегодня сценарий отработан. Завтра учение продолжится. Оценку им даст республиканская МЧС. Светлана Звонарева, Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, ТНВ Нижнекамск. Больше 58 миллионов рублей взыскали судебные приставы с тех, кто задолжал по алиментам. И это только за последний месяц. Сегодня приставы Казани снова отправились в рейд по квартирам должников. Только в этом году более 14 тысяч неплательщиков из Татарстана не смогли выехать за границу. Сейчас рассматривается еще одно предложение – отменить таким должникам отсрочку в армию. Напомним, сейчас в республике около 20 тысяч человек задолжали по алиментам. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Поселок топит, а помощи нет. Я лично зарегистрировал обращение. Это было 23 сентября. Что случилось в Калуге и где аварийные службы, узнал Дмитрий Аринин. Профессионалы без границ. Надеюсь, что и говорящие глухие, они дружные люди, поэтому, скорее всего, что будет все нормально. Как проходит подготовка участников регионального этапа чемпионата Обилимпикс, знает Сергей Хайдаров. Крепче за баранку, держись, комбайнер. Сегодня в Москве на ВДНХ открылась сельхозвыставка «Золотая осень». Эта площадка главная для аграриев. В этом году здесь участвуют представители 60 регионов России и 15 зарубежных стран. На стенде Татарстана молочная, мясная продукция, овощи, национальные татарские лакомства. Здесь обсуждают проблемы и пути развития сельского хозяйства в регионах. В частности, госпрограмма 20/80 уже работает в республике. В деревнях, где 100-150 хозяйств, за счет бюджета построены магазины. Туда, где их нет, приезжают автолавки. Также на выставке обсуждается проблема кадрового обеспечения села.
Каждый производитель сегодня заинтересован продать и выгодно сбыть свою продукцию. Конечно, мы еще свою сельхозпродукцию должны научиться хорошо продавать, хорошо его упаковать, разрекламировать. Вот. А технари наши, значит, сельхозмашиностроителей, у них в этом плане более-менее все выстроено. Вот эти вот крупные производители, они в каждом регионе имеют своих дилеров. Проект благоустройства Казанского микрорайона Соцгород презентовали сегодня Рустаму Миниханову. Раньше он назывался поселком имени Орджоникидзе. Недавно Минкульт его признал объектом культурного наследия регионального значения. Территорию нужно обновить, восстановить фонтаны и ограды, отремонтировать сквер Белинского. По словам президента, при благоустройстве исторической территории необходимо сохранить зеленые пешеходные зоны. Красиво будет. Вид мотор была, надо порядок привести вот здесь. Порядок. Сохранить. Да, красиво смотрится, да, вот и раньше так же было, видите. Вода течет, время идет, а помощь не приходит. В нашу редакцию обратились жители казанского поселка Калуга. Они жалуются, что их улица уже второй месяц топит. Местами начал проваливаться асфальт, и люди боятся, что скоро может замкнуть кабели электричества и телефонной связи. Почему бездействуют коммунальщики, выяснял Дмитрий Аринин. За лето раза 4 уже меняли эту пробоину, копают в одном месте, но пробивают в другом месте. Сейчас трубопровод, оставшийся от уличных колонок, прорвало напротив улицы Пугачевская. Вода бьет ключом из-под земли и стекает вниз в поселок. Я лично зарегистрировал обращение. Это было 23 сентября. С тех пор, как говорят местные жители, вода как текла, так и течет, а помощи нет. В нерадостную экскурсию по своему поселку нас ведет автор обращения Руслан Бектагиров. Течет вода, проходит сюда. Вот позавчера провалился асфальт вот здесь. Вот здесь идет под землей силовой кабель электрический. Тот колодец, где люк, это колодец связи. Там у нас все телефоны. То есть, если туда вода попадет, замкнет, все без связи останутся. Тут уже, не замочив ноги, трудно улицу перейти, да? Проверку прибоем этого разлива уже прошла новая ливневка, строящаяся в поселке Мечети. Что мы успели проложить здесь ливневку, за счет этого вода минует детскую площадку, и мечеть уходит вниз. Ручей этого прорыва простирается и пропадает где-то в Нахимовском овраге. О помощи наш экскурсовод поневоле просил сегодня и по телефону. Диспетчерский водоканал, здравствуйте. Как здесь ответили, о проблеме известно. Заявка ваша передана руководству. Отключение будет, там копать будут. Хорошо, спасибо. А когда будут? Не могу сказать, как руководство решит уж. Чтобы прояснить ситуацию, мы тоже обратились в водоканал. Нам ответили, что утечка произошла на бесхозном водопроводе, а аварии в первую очередь устраняют на сетях предприятия. Ориентировочно работы начнутся завтра. На платежках жителей поселка прорыв этой трубы не скажется. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Интерактивными досками обеспечили, необходимо оборудовать кабинеты физики и химии. Во многих школах республики, особенно в сельских, нет элементарных условий, чтобы научиться азам этих наук. Об этой проблеме сегодня говорили депутаты на парламентском комитете по культуре. По словам Римы Ратниковой, необходимо разработать программу по оборудованию классов и деньги заложить в бюджет следующего года. Отмониторить ситуацию и определить объем расходов, которые вообще сколько стоит один кабинет физики, например, в полном оборудовании, да? И сколько таких нужно нам сегодня. С миру по идее. Сегодня в Казани открылась международная научно-практическая конференция по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Более сотни экспертов обсуждают, как перевоспитать тех, кто попал под влияние радикальных течений. Как отмечают, чаще всего людей на это толкают плохие условия жизни и низкая грамотность. Из всех приверженцев радикальной идеологии они склонны к возвращению в традиционное русло. Остальными 75% требуется продолжительная работа, потому что когда они вошли в это нетрадиционное русло, ими тоже работали. Если он не сможет реализоваться в этом обществе, он может опять вернуться к противоправному действию. Но то есть у него должна быть возможность. Если человек не может даже дворником устроиться, что ему делать? Вот он вышел на улицу, он никому не нужен. Поэтому мы должны ему помочь, чтобы помочь себе. Энергетики Татарстана к нештатным ситуациям готовы. Сегодня в Казани прошла противоаварийная общесистемная тренировка при участии регионального диспетчерского управления энергосистемы Татарстана. Погодные условия, температура минус 13 градусов, метель.
На улице зима. Из-за образования наледи происходит обрыв проводов. Частично отключается оборудование на ТЭЦ города, обесточиваются потребители промузла и жилой массив Казани. По такому сценарию прошла общесистемная тренировка одновременно на нескольких объектах энергетики. Это умение отработать то взаимодействие, которое есть между энергокомпаниями республики. Это первая цель. А вторая – это попытаться отработать умение диспетчера найти повреждение, выявить его, локализовать. И, собственно, восстановить послеаварийную схему. Также произошло отключение турбинатора 4-го. Погас факел, в топке котла аварийно отключился турбогенератор. Казанская ТЭЦ-3 на связи с РДУ. Оперативный персонал станции действует четко и по инструкции. Здесь все как при реальном развитии событий. Персонал Казанской ТЭЦ-3 выявил причину аварийного отключения турбогенератора. В последующем устранил данные причины, и турбогенератор был включен в работу. Сегодня энергетики еще раз доказали, что к нештатным ситуациям полностью готовы. Альбина Слугараева, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. Красиво постригут, приготовят вкусный кофе и легко сервируют праздничный стол. И диагноз ограниченной возможности здесь не помеха. В Казани идет подготовка к региональному этапу 4-го национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Обилимпикс». В этом году эти соревнования побьют рекорд по масштабности. В них примут участие 200 татарстанцев по 25 компетенциям. На тренировке побывал Сергей Хайдаров. Для Никиты Абрамова, пожалуй, каждое утро начинается с кофе. Только чаще он готовит его не для себя, а для других. В будущем мечтает стать профессиональным бариста. А пока ежедневные тренировки к Обилимпиксу – это тот же WorldSkills, только с одним отличием. Это особенность каждого из участников. Никита, к примеру, глухонемой. Я не боюсь и буду держать крепко, и надеюсь, что и говорящие, и глухие, они дружные люди, и поэтому, скорее всего, что будет все нормально. Недуги и диагнозы не мешают им заниматься любимым делом и становиться профессионалами. Виктория Люлько мечтает работать в ресторане, отточить сервировку стола, и помогает тренер. Здесь свои нюансы. За 15 минут надо разложить салфетки 15 разными формами. Обязательно смотрят, правильно ли сделана салфетка, в данном случае, пока у нас еще она не до конца получается. Техника складывания обязательно, что они обязательно должны быть в перчатках, это что они обязательно должны пользоваться тыльной стороной руки. И, соответственно, время. Тренировки сейчас как генеральная репетиция. Обилимпикс стартует через 5 дней. Всего в Татарстане 4 площадки и 25 компетенций. За направление ресторанный сервис отвечает торгово-экономический техникум. Он же является региональным центром развития движения Обилимпикс. Кураторы говорят, этот региональный этап станет самым масштабным. 200 студентов, примерно в том же количестве, это эксперты, которые являются людьми, которые оценивают, собственно, сами компетенции, выполнение технических заданий по компетенциям. Поэтому это порядка 400 человек только непосредственно задействованных в чемпионате, плюс это волонтеры около 100 человек. Кроме того, главными экспертами станут потенциальные работодатели, а победители отправятся на национальный чемпионат Обилимпикс в Москву. Сергей Хайдаров, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Альметьевск встречает автопробег, посвященный Дню машиностроения. Напомним, автоколонна стартовала еще 8 октября из Казани. Ее маршрут пролегает через 5 городов республики, флагманов машиностроительной отрасли. В Альметьевске жители оценили и выставку. Здесь автобусы, бронемашины, сельхозтехника. Завтра колонна прибудет в Нижнекамск. 10 лет назад такого даже у нас не было. Очень интересно. Спасибо. Дети рады, дети довольны. Впечатляет, потому что военная техника у нас здесь живьем не представлена, никогда не бывает. А с другой стороны, современные технологии, какие здесь имеются, тоже очень интересно посмотреть. Сейчас спорт и прогноз погоды. А сразу после обо всех чрезвычайных происшествиях расскажут корреспонденты программы «Вызов-112». До свидания. В автоцентре «Марка» есть все и сразу. Только в октябре японский Datsun Ondo от 369 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. 7 ноября. Татнефть-арена. Легенда. Стинг. При участии Шеги. Зачем искать? Пора брать. В «Марке» на Чуйкова Nissan Qashqai в наличии всего от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Казань примет финал 4 Кубка России по волейболу. Город-хозяин финального турнира определялся на конкурсной основе. В мае в Казани с успехом прошел финал 4 Лиги чемпионов. И казанский клуб решил сделать своим болельщикам еще один подарок. Условия, предложенные «Зенитом», оказались наилучшими. Поэтому с 14 по 15 декабря столица Татарстана примет решающие игры Кубка России. «Зенит» владеет этим трофеем с 2014 года, выиграв 4 финала подряд. Соперники казанцев по финалу 4 определятся с 1 по 4 ноября в Новосибирске, Москве и Сургуте. К новостям автоспорта. Татарстанский пьедестал в Грозном. На 7-м этапе российской серии кольцевых гонок представители нашей республики показали лучший результат. АГ-тим в командном зачете обошел всех конкурентов в различных классах нашей среди призеров. Среди юниоров на высшую ступень пьедестала смог подняться сын народного артиста Салавата Рустам Фатхуддинов. Эстафету молодого пилота подхватил его партнер по команде Павел Кальманович. В классе национальный он по итогам гонки финишировал 3-м, что в сумме позволило ему стать обладателем Кубка России в этом зачете. Сезон серии кольцевых гонок завершен. Теперь участники будут готовиться к новому чемпионату, один из этапов которого традиционно пройдет на автодроме Казан-Ринг. Радость. Да, на самом деле еще пока не осознал, и надо, наверное, чтобы прошло немного времени. Но я в целом рад, мы проделали огромную работу в этом году. Спасибо команде, все было просто супер, и мы выполнили нашу задачу. Татарстанская команда «Ладья» выиграла чемпионат России по быстрым шахматам. Турнир по блицу среди мужчин и женщин в эти дни проходит в Сочи. В составе нашей команды выпускники школы имени Рашида Нажмединова. Это международные гроссмейстеры Артем Тимофеев, Владислав Артемьев, Рамиль Хасангатин и Гата Камский, а также международный мастер Азат Шарафиев. Тренирует команды Ильдар Ибрагимов. В 9 турах по швейцарской системе татарстанская команда набрала 15 очков из 18 возможных и стала победителем турнира, опередив 25 команд. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В четверг вероятность осадков будет небольшой, но небо затянет облаками и ветер усилится. Подробнее через минуту. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В предстоящие сутки в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики весь день небо будет хмуриться 7-8 градусов. На северо-востоке Татарстана аналогичная ситуация – дожди. 8 градусов выше 0. На севере Татарстана повсеместно пройдут дожди разной интенсивности. На северо-западе республики местами ожидаются осадки и плюс 7. На юго-западе Татарстана небо будет затянуто облаками 8-9 градусов. В центре Татарстана, как и по всей республике, температуры также 7-8 градусов. В пятницу существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. В Казани ожидается пасмурный день. И уже ближе к вечеру пройдут дожди. Температура днем 7-9 градусов выше 0. Ветер северо-западный, порывистый, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ночью и утром ожидаются магнитные бури. Берегите свое здоровье. До свидания.